Обзор зарубежной прессы. Сегодня в обзоре. Немецкое издание Welt 19 января 2020 года опубликовало открытое письмо председателя Германо-Кавказского общества Экихарда Мааса, в котором последний критикует необоснованные действия полиции против чеченских беженцев. Издание пишет в статье: акция Государственного управления уголовной полиции является призывом убивать чеченцев. В нескольких федеральных землях проводились обыски по подозрению в подготовке серьезного преступления с применением насилия на федеральном уровне. Рейды были направлены против чеченских обвиняемых из исламистской среды. В открытом письме наш приглашенный автор, председатель Германо-Кавказского общества Экихард Маас, подверг критике руководителя Берлинского государственного управления уголовной полиции Кристиана Штайофа за дискриминационное поведение полиции в отношении чеченских семей. Уважаемый господин Штайоф, настоящим я выражаю протест от имени вышеупомянутой организации и проживающих в Германии чеченцев, решительно против действий вашей власти, против чрезмерного применения насилия, против дезинформации общественности и оклеветания чеченских беженцев. Ранним утром 14 января 2020 года берлинские чиновники действовали ненадлежащим образом против чеченских семей. Хотя господин П., которому уже надели наручники, когда он выходил из дома, попросил позвонить в дверь и не пугать свою жену и 2- и 4-летних детей, полицейские взломали дверь и ворвались в квартиру с оружием в руках. Они не представились и не представили ордер на обыск. В семье Д. дверь взорвали взрывным устройством. При взрыве осколки полетели в конец внутреннего коридора. Жена и 2 маленьких детей могли быть серьезно ранены. Жена, конечно, открыла бы двери. Кроме того, после нескольких недель наблюдения полиция знала, что в квартире находились только члены семьи. Мы протестуем против того факта, что полицейских сопровождали телевизионная команда и журналисты, и что данное действие против предполагаемых исламистских чеченских преступников широко освещалось в прессе, хотя это было только смутное предположение, и подозрение не подтвердилось. Господин Б. был сфотографирован и снят, когда на него надели наручники, как на преступника, и вскоре после этого освободили. Пресса была дезинформирована, а в протоколе изъятия вообще не фигурирует режущее и колющее оружие. Кроме того, уголовная полиция с 21 сентября 2019 года ознакомлена с видео, в котором якобы следили за новой синагогой. Я видел видео, в котором господин Б. водит машину по Берлинской улице, держит сотовый телефон в окне и снимает здание, проезжая мимо, чтобы передать своему другу впечатление о Берлине. Он не знал, что проезжает мимо синагоги. Кстати, на открытках и сотнях фотографий в интернете это здание заметно лучше, чем на видео с проезжающей машины. Создается впечатление, что кампания против чеченских семей является пропагандистской кампанией, как в октябре 2016 года в Тюрингии. В то время GSG-9 действовал в аналогичной форме против 13 растерянных семей. Подозрения, которые были широко распространены в средствах массовой информации, не подтвердились, и опровержения не последовало. После войны в Чечне России удалось укрепить репутацию чеченцев в Европе как исламистов и террористов. Чеченцы уже рождены террористами, поэтому, как говорит Путин, их нужно мочить в туалете. Нужно ли поддерживать эту пропаганду? Действия берлинской полиции, которые сейчас распространяются повсеместно в сети интернет и наводящие на мысли о пиар-мерах, предпринимаемых новым департаментом по борьбе с исламизмом, значительно подрывают доверие беженцев к нашему государству. Это доверие является предпосылкой их интеграции, в которой мы должны быть заинтересованы. Певец, активист движения за гражданские права и переводчик Экихард Маас возглавляет немецко-кавказское общество в Берлине. Статья издания Welt от 19 января 2020 года.